успела вам сегодня надоесть. Ради бога, извините за многовариантность появления перед вами, но тем не менее. Я назвала свой доклад «Эстафета памяти». Основные направления историографии темы Чечено-Ингушетии в годы Великой Отечественной войны. Память. Перед нами стоит дилемма. Выступать в сугубо научном ключе, опираясь на архивы, на точный исторический анализ документов и так далее, либо говорить то, что может быть адресовано аудитории. Я больше второй части придерживаюсь, потому что когда публикация будет, и уже есть публикации, которые можно посмотреть и сделать вывод какой-то. Память, историческая память. Это дань уважения предкам. Это та генетически заложенная, аксиологическая, базовая концепция, которая лежит в основе общественного сознания любого народа, скажем. Но, тем не менее, что касается чеченского народа, то память – это прежде всего идентичность Чечни, чеченского общества. Вообще историческая память – вот как дань уважения предкам, как идея общественного сознания. Она живет, истекает из прошлого, она живет в настоящем. Но китайцы так говорят: прошлое живет в настоящем, но откидывает тени в будущее. И в этом контексте память для чеченского народа – это такая аксиологическая базовая ценность, которая превращается в духовную энергию современной молодежи, в духовную энергию современного чеченского общества. Ну, надо сказать, что навечно в памяти чеченского народа осталась гордость за достижение, за вклад в победу над нацистской Германией и незабываемая обида, незаживающая рана за несправедливость тотальной, абсолютно преступной акции советского государства, возглавляемого Иосифом Джугашвили Сталиным, как депортация за якобы преступление. Война характеризовала особое состояние общества и потребовала кардинальной перестройки всех сфер жизни. Она не оставила без влияния ни культуру, ни политику, ни идеологию, ни экономику. И на защиту независимости страны, а на пороге нашей страны стоял враг, который угрожал нашему дому, угрожал нашим детям. Стали все социальные слои общества, без исключения все, включая не в последнюю очередь чеченский народ, все народы Советского Союза. И существенный вклад в дело разгрома внесли народ Чечено-Ингушетии. И об этом много написано. Создана обширнейшая историография. Я, извините, не буду останавливаться на историографии конкретно. Просто обозначу, что вот историография вклада Чечено-Ингушетии в годы войны, этой теме посвящена такая аналитичная статья Цуцуаевой с Сафудиновной, который дал обзор по этой теме, называет темы и автора. Вот одной из значимых тем в современной исторической науке является проблема депортации, проблема вынужденных переселений переселенных народов. И значительный пласт историографии, посвященный именно этой тематике, он в трудах хороших, великих, очень толковых и глубоко известных ученых чеченского общества, чеченской исторической науки, так как Ибрагим Муса Маслевич, Мавсур Маслевич, Музаев, Ченчева, Осмаев, Абазатов, простите, Гакаев другой, Чербежева, Магомед Хатуева, Сагдалов и так далее. Эту же тему рассматривает уважаемый известный ученый Акаев Вахид Хумидович, Бугаев Абдулла Махмудович, который рассматривает исламский фактор в контексте исторической парадигмы страданий, развития и становления чеченского этноса. Всем известно, студентам напомню, что в составе Красной Армии на 22 июня, когда совершено было вероломное нападение на нашу страну, служили в Красной Армии 9 тысяч чеченцев-ингушей. И уже в первые дни войны 17 тысяч воинаков в Чечено-Ингушетии ушли на фронт и в народное ополчение. А к концу 1943 года на фронт из республики были мобилизованы и ушли добровольцами 60 тысяч человек. Привожу данные и по Ингушетии и так далее, и так далее. Ну, просто так вот скажем, по данным того же Ахмадова и Хасмагомадова, только из Ингушетии на фронт в начале войны ушло 20 тысяч человек, из них добровольцами 4 тысячи человек. И он пишет, что 1000 ингушской национальности военнослужащих, доблестных сынов Ингушетии, Чечено-Ингушетии, они служили под измененными фамилиями.
Ну, согласимся, что тема мобилизационных мероприятий от годы войны, в первый период войны в том числе, до сих пор не стала предметом специального глубокого, в том числе включая исторический компонент анализа. Победа ковалась не только на фронтах, она ковалась и на фабриках, на заводах. Я, когда со студентами общаюсь, говорю, всегда говорю, не могу это не говорить. И это известно чеченскому народу более чем на эту тему. Нельзя говорить без эмоций. Война – это не родившиеся дети. Война – это вспаханная и удобренная слезами матерей, потерявших сыновей земля. Война – это страшный грех и страшное преступление. И поэтому темы, которые посвящены войне, в том числе мои исследования, они служат, мы говорим о войне, для того, чтобы люди помнили о мире, чтобы берегли это хрупкое такое состояние, о котором Рашко Вичталович очень фундаментально и глубоко рассуждает в своих работах. 23 июля 1942 года для студентов Гитлером была подписана директива главнокомандования германской армии, которая значилась под номер 45, о проведении мероприятий по завоеванию Кавказа. Операция по завоеванию Кавказа называлась «Эдельвейс». Красивое название, немцы умеют показать, да? С 1 по 28 сентября 1942 года части вермахта пытаются овладеть Грозным, прорваться через Грозный на боку. Регион становится ареной кровопролитнейших сражений. 442 дня, крупнейшая битва в истории, незнаемая по такому количеству. Кстати, на эту тему блестящий, великолепный доклад сделал присутствующий здесь уважаемый Магомадов Султанович. Мы с ним были недавно на конференции во Владикавказе. Буквально вот месяц не прошел, да, Султан Султанович? Он сделал великолепный доклад, который воспринят был с аплодисментами. И в том числе говорил о Чечне. Все экономические меры по ограблению Советского Союза были собраны в плане, который назывался Ольденбург. И в этом плане, этот план включался в так называемый план ОСТ, и была зеленая папка. В этой зеленой папке особое место уделялось нефти. Удивительно, но немцы, насколько амбициозная нация была тех немцев, которые напали на нас в то время. В Германии создается акционерное общество. Название этого общества, знаете как? Немецкая нефть на Кавказе. Немецкая нефть на Кавказе. С какой стороны, с какого дуба они рухнули вниз головой, говоря о том, что на Кавказе есть немецкая нефть. В Германии создано, в том числе издавались материалы, красочные публикации, листовки, в которых назвали дату вторжения в Сталинград и на Кавказ. Кстати, одна из листовок так звучала: до Воронежа с гармошкой, до Воронежа с бомбежкой, в Сталинград годил с гармошкой. Одна из листовок немецких. Немецкая разведка и контрразведка. Адмирал Панарис, известная, достигшая много сильных врагов, уважаем всегда, она была привлечена к созданию тех условий, тех директив, которые помогли бы поставить горские народы, чеченский народ в том числе, на службу вермахту, стать предателями. И для этого была сформирована целая группа, которая сначала как подгруппа, потом была расширена до полка, и в дальнейшем дивизия Бранденбург. Дивизия Бранденбург. Здесь обучались и служили такие люди, офицеры и солдаты немецкие, которые готовились для выполнения особых задач. Эти особые задачи было то ли прорыв фронта, то ли забрасывание десанта самолетов за линию фронта. Им достаточно много удалось на этом некоторое время остановиться. На докладе у Гитлера один из его близких ставленников произносит, он так сказал: судьба Кавказа решится под Сталинградом. В планах нацистской Германии была задача, идея создать рейс-комиссариат Кавказ. Кстати, немцы почему-то решили, что рейс-комиссариат Кавказ может возглавить наследник грузинский престолонаследник Багратион Мухранский. Они его назвали, что он должен был, в том числе, руководить и Чечней. В планах вот этот рейс-комиссариат Кавказ, наместник Кавказа. И в любом случае, вот интересно, на Кавказском перевале, документ я нашла, 8 августа 1942 года, секретное предписание офицера, убитого в кармане, где было написано: здесь надо действовать иначе, чем на Дону. Необходимо поработать приказ о запрещении грабежей. Нам очень важно привлечь горско-кавказское население к нам на службу. Немецкий документ. Вот лично, мной так нельзя говорить, нами обнаружен документ
так называемом трофейном архиве. Сейчас он находится в Центре хранения историко-документации коллекции РГВА, Российский государственный военно-исторический архив. Он специально называется «Кавказцы. Как относиться к кавказцам? Обращение Кавказ. Инструкция». 2 пункта. Дело номер 341. Кавказцы имеют выразительное национальное чувство племени и сознание племени. Они свободолюбивы и горды. Здесь немцы не ошиблись. Одновременно они очень чувствительны. И это прочувствовали. Поэтому физические наказания и оскорбления по отношению к кавказцам не допускаются. Это инструкция секретная. Дальше еще более четкая оценка компонента ментальности чеченского свободолюбивого народа. Кавказцы ожесточенно сопротивляются каждому чужому завоевателю, который намеревается их угнетать. Поэтому следует, цитирую, обращаясь к вами, ласково обращаться с кавказским населением. Ласково, немецкий документ, пока не будет другого повода к обращению другого повода. Обращение к другого повода у немцев нашлось с первых дней оккупации. Массовое противодействие национальной политике оккупационной немцы встретили на Кавказе и в том числе на территории героического чечено-ингушского народа. Берлинское радио в конце, в ноябре, в середине ноября 1942 года объявило, что на 30% своих запасов потребления для Люфтваффе, вооруженных сил Германии, они пополняют за счет майкопской нефти. Они дорвались. Известно, да, если не возьму нефть Грозного и Майкопа, я вынужден буду покончить с этой войной, слово. Но это была ложь, это был фейк, не получили кавказской нефти немцы. В историографии отмечаются подвиги, я понимаю, затягиваю, наверное, это подвиги Туркмении-Ингушетии в годы Великой Отечественной войны. За участие в обороне Грозного, дорогие студенты, помните, я не случайно назвала свой доклад «Эстафета памяти». Вам великолепно передается из рук очень глубоких, очень толковых ученых, исследователей, воспитателей, профессоров, доцентов, которые рассказывают вам историю войны. Помните, войне нужно, чтобы сохранять мир. Так вот, за участие в обороне Грозного в 1941-1942 году за ратные дела, когда враг рвался завоевать Грозный, Чечен-Ингушетию, прорваться к Баку, более 80 тысяч жителей были награждены медалями за оборону Кавказа. 80 тысяч человек, Чечен-Ингушетии, Грозного в том числе. Звание Героя Советского Союза были за подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны. Были удостоены 36 воинов из 147 подданных материалов, документов представленных, а 6 награжденных были чеченцами. Вообще, национальная справедливость, этническая, историческая справедливость, она не всегда компенсирует все убытки, ту боль, те слезы, которые проходят. Но подступы какие-то, мы их наблюдаем, они есть. В 2007 году за вот такую успешную 4-месячную боевую операцию в 1942 году по срыву плана германского командования по захвату Кавказа город Воинской славы, это почетное звание, присуждено городу Малгобеку. В 2015 году за массовый героизм, который проявили горожане, жители многонационального чеченского анклава в том числе, да, которые превратили город в неприступную крепость на пути врага. Это почетное звание в 2015 году присвоено городу Грозному. И, в принципе, я хотела сказать, что ученые Северного Кавказа, Юга России, Чеченской Республики, других регионов внесли и вносят свой достойный вклад в освещение того, что такое была война. Но никогда не наступит такая точка, когда мы скажем, мы все о войне сказали, мы все о войне написали. И осталась целая ниша, практически целый блок. Я могу назвать темы, которые ждут своих исследователей, в результате которых они получат звание кандидатов и докторов исторических наук. Это темы, связанные в исследовании тех проблем, которые уже раскрыты. Но согласимся в том числе с такой непопулярной, я думаю, среди части ученых Чечен-Ингушетии темы, что многие темы среди в историографии народов депортированных, так скажем, табуированы. И народы, которые подверглись незаконным за якобы преступления и так далее, и имевшие место преступления в том числе, ведь мы знаем, что и русские народы, и другие народы-представители были коллаборантами.
они надели нацистскую форму, стали говорить «Хайль Гитлер» и так далее. Это было, имело место быть. Но охранительные тенденции. И называют в том числе у некоторых историков, так пишут в историографии, налицо психология, окопная психология, когда считается главным созданием сохранения положительного имиджа своей страны, но своего народа, а не такое глубокое исследование. Но в любом случае, это, возможно, спорная позиция, но она имеет место быть. И в числе вот таких табуированных, не до конца исследованных, расследованных тем проблем, которые работают на расширение нашего представления о сложном, страшном, трагическом и героическом периоде нашей истории. И практически сегодня тема вызывает актуальность, она актуализирована. И профессор Рашмин Михайлович в том числе сказала об этом, и мы видим, знаем, что мир находится на грани. И эту грань мы должны держать. Борьба зла и добра, как правило, добро должно побеждать. И интерес к этой теме, в том числе к предательству, он инициирован тем, что идет актуализация опасности возрождения нацизма. Мы это видим. Вот та специальная военная операция, не хочу на эту тему говорить, но тем не менее она была направлена в том числе против того же клоуна Зеленского, который позволял эсэсовцам по Киеву маршировать, кричать «Хайль Гитлер», сносить памятники нашим доблестным военнослужащим и попирать память тех, кто погиб за победу, в том числе чеченских, кавказских и других народов. И вообще, в принципе, я, конечно, еще много могу сказать, но завершая, я хочу сказать, у меня время уже исчерпано, да? Я бы хотела подчеркнуть, что в 90-е годы прошел прорыв. Прорыв, когда открылись архивы, закрытые архивы ранее. И мы увидели целую ряду, группу хороших солидных исследований. Исследований, связанных с федерального уровня и регионального. В частности, увидели свет работы Земского, его уже нет, Виктора Николаевича, в российской истории, который написал «Спецпоселенцы» работу, основанную на фондах открытых архивов. Бугай Николай Федорович тоже неоднозначное отношение, но это высокого уровня ученый, для которого сложная тема депортации стала предметом исследования. И надо сказать, что возвращаясь к тому, с чего начала. Вот недавно защитил докторский, я выступала оппонентом, Асмаев Мавлак Камилович, и он, я просто процитирую, он пишет о том, что, и это факт, но только он об этом пишет, память о событиях Великой Отечественной войны становится важнейшей основой формирования общественного сознания, гражданской идентичности чеченского общества. Еще раз повторю, память в нашем нестабильном, балансирующем на грани глобального военного катаклизма балансирует. И эта память становится духовной силой. Эта духовная сила должна быть направлена на исключительно сохранение мира. Ну и для молодых, я могу сказать, существует целый блок тем, которые не исследованы еще. Они исследованы. Вот и братья Ибрагимовы, и все, кого назвала, и кого не назвала, они в этой программе есть в том числе. Такие темы, которые ждут своего исследователя. Просто назову их. Они нередко остаются за пределами авторского внимания. Анализа региональной историографии, а она востребована. Первая тема диссертационная. Повседневная жизнь населения в условиях организации быта чеченцев в депортации. Повседневная жизнь, она до конца не разработана, ее трудно, но тем не менее, да? И в том числе градации общественного сознания. Исследование влияния жизни в депортации на общественное сознание различных стратов, различных возрастных групп, гендерных средств и так далее. Уровень адаптации в отношении с местным населением представителей других этносов.